Васильев? Это нет, это Урищенко. Ага. Да, Урищенко, он родом, Владимир Урищенко, он родом с Украины. И вот, судя так получилось, что он приехал сюда в конце 60-х годов. Он приехал увлеченный Востоком, Китаем, Японией. И он, по-моему, здесь в Бурятии увидел вот то, наверное, скажем, землю обетованную. Ну, он женился, у него уже порядка там первого, я, по-моему, тоже. Вот. И он просто влюбился в нашу землю, в народ, и вот делал очень много еще графических таких листов. И вот такая вот серия таких стилизаций, стилизованные скульптуры, деревянные, но они так... Сейчас вот мы их очень давно не выставляли, честно могу сказать, да. И вот когда они вышли сейчас из фонда и вот встали вот в эту общую экспозицию, для многих получилось это открытие, понимаете? То есть выставка вот сама по себе, она принесла очень многих интересных таких моментов, когда мы сами как музейщики и одновременно с нами зрители стали вдруг по-новому открывать каких-то скульпторов, художников, да, какие-то новые грани стали открываться. Или, например, вот эта графика 69-го года Александра Доржаева, художника очень рано ушедшего, не дожившего до 50 лет из жизни, да, это такие вот фантазии на монументальные темы, графические, а смотрится очень современно. А почему мы его включили? Потому что существовала такая вот, как сказать, видимо, семейная легенда и так далее, что его чуть ли не приглашал Сикейрос. Вот, как бы, и вот эти фантазии какие-то на монументальные росписи, да, вот в этих небольших графических листах вот запечатлены. И смотрится так очень профессионально выполнено. И современно, хотя это 69-70-е годы, когда он еще учился в Ленинграде тогда, да, получал образование и вот в этой, как бы варился вот в этой атмосфере. Второй раз выставляем эти работы. Первый раз на какой-то, да, выставке где-то в начале 80-х. И вот они так хранились, лежали в листах, в альбоме. Сейчас перед самой выставкой мы их еще просто одели, да, в рамку. Вот интересные такие моменты открытий. Вот то, что всегда любая выставка, чем интересна? Она еще интересна своими такими маленькими открытиями.